В эфире новости. В студии работает Марфирина Алексеева. Приветствую. В начале выпуска озвучу актуальные новости к этому часу. В Якутии распилят более 40 километров льда к весеннему половодью. О проводимых работах. В Усть-Алданском Улусе мобильные хирурги прооперируют 50 пациентов. Подробнее об операциях. В Тампонском районе прошел оздоровительный десант. Опытные тренеры-преподаватели встретились с общественностью района. В Якутии распилят более 40 километров льда к весеннему половодью. Прочность льда ослабит на 6 крупных реках республики – на Лени, Колыме, Алдане, Амге, Нюе и Токко. На поверхности ледового покрова создадут каналы, чтобы ослабить его прочность. Распиловку и чернение льда завершат в апреле. На эти цели выделено более 55 миллионов рублей, что на 10 миллионов рублей больше по сравнению с прошлым годом. Работы по чернению льда на сегодня полностью провели в Ленском, Алекминском и Хангалахском районах. Вопросы строительства Ленского моста обсудили с населением в Мегино-Кангалахском районе. Сегодня в селе Хаптагай состоялась встреча населения с представителями правительства республики. Насущных вопросов от населения поступило много, касающихся этапов строительства мостового перехода, технологической дороги, сельхозугодий и другие. Также были поставлены вопросы ремонта внутрипоселковых дорог, строительства социальных объектов. На сегодняшний день группа «Висстрой» на правом берегу реки смонтировали технологическую площадку, отсыпали дорогу, которая станет основой для подхода к мосту. Привлечено около 250 человек и больше 100 единиц техники. Все эти вопросы сегодня были включены в протокол. Мы уже на уровне республики и концедента и концессионера с группой ВИЗ будем прорабатывать эти вопросы. И уверен, что жители сегодня получили все ответы на волнующие их вопросы. Безусловно, это не крайняя встреча. Мы такие встречи с населением будем организовывать и в дальнейшем, в том числе до ввода объекта в эксплуатацию, и в том числе в Рассолодинском наследии тоже вопросы есть касательно прохождения паводковых вод в связи с строительством, ведением строительных работ по мосту и вводом объекта в эксплуатацию. С начала текущего года Единый контактный центр здравоохранения республики под номером 122 принял почти 590 тысяч звонков, из которых более 200 тысяч от жителей районов республики. На сегодня к работе контакт-центра подключены не только поликлиники Якутска, но и 20 центральных районных больниц. Ежедневно, круглосуточно в контакт-центре трудятся 23 оператора. Они консультируют граждан по медицинским вопросам, помогают записаться на прием к врачам и организуют вызовы врачей на дом. В Усть-Алданском Улусе мобильные хирурги прооперируют 50 пациентов. 6 апреля мобильный хирургический центр Республиканской больницы номер 2 работает в селе Барагонцы. Со стороны районной центральной больницы подготовили 50 жителей к операции с разными диагнозами. В составе бригады входят 3 хирурга, анестезиологи и анестезисты. Они проведут операции до 14 апреля. 35 человек поступили к хирургу-отоларингологу. Помимо прочего, еще и 3 больных Усть-Алданского района отправили в Мегино-Кангалахский район для того, чтобы централизованно на базе Мегино-Кангалахской центральной районной больницы наш врач-ортопед прооперировал. И на сегодняшний день эти 3 пациентов уже получили оперативное лечение в объеме эндопротезирования тазобедренных суставов. Все 3. Сейчас они проходят долечивание и, собственно говоря, будут доставлены в Усть-Алданский район. В Якутии продолжается прием документов для участия в конкурсном отборе на право получения выплаты в рамках федеральной программы «Земский учитель». Подать заявку на участие можно до 15 апреля. Программа направлена на привлечение к педагогов в сельские школы. Участники программы, согласные работать в образовательных организациях в сельской местности в течение 5 лет, получат единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей. Благодаря реализации программы в новом учебном году к педагогическим коллективам школ Якутии присоединятся еще 11 новых учителей.
В поселке Хандыга Тампонского района ведет свою деятельность сельскохозяйственный кооператив «Томпо-Ас». В 2019 году он открыл свои двери и за годы работы расширился. Убойный цех расположен в Крест-Хальджае, а цех переработки местной продукции в Хандыге. Мясо представляют фермерские хозяйства района. Кооператив производит фарш из говядины, суповые наборы, котлеты и тефтели. Продукция производится для продажи населению, а также для школ и детских садов района. Субсидия ежегодно на закуп мяса говядины, имеется субсидия в размере 70 рублей. Это выделяется в Министерство сельского хозяйства. 70 рублей это, мы считаем, недостаточно. Чуть больше было бы. Для развития производства лучше было бы. 15-16 апреля волонтеры Победы соберутся на республиканском форуме. Мероприятие состоится в рамках третьего блока обучения волонтерского корпуса. Общественное движение «Волонтеры Победы» было организовано по инициативе президента страны в 2015 году. Сегодня в каждом субъекте России функционирует его региональное отделение, в том числе и в Якутии. Участникам форума расскажут о миссии Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы. Проведут сессию «Основы добровольчества» на площадке «Исторический минимум». Планируется цикл бесед и лекций об истории Великой Отечественной войны. На площадке «Речь», которая захватывает, научат качественно и конкретно формулировать свои мысли. Сегодня, 10 апреля, жители и общественность Вилюйского района отмечают день рождения основоположника якутской музыкальной культуры, первого профессионального композитора Якутии Марка Жиркова. Марк Николаевич продолжил путь якутской музыкальной культуры в мир высокого академического искусства. Он разработал систему музыкального образования, подготовил первые национальные профессиональные кадры для музыкальных учреждений Якутии. Он родился в 1982 году в Вилюйске, в казачьей семье, и ему было суждено навечно войти в историю своего родного города и стать первым композитором земли Олонхо. Детские школы искусств – это наследие Марка Николаевича Жиркова. Известно то, что в 1944 году в городе Якутске, благодаря организаторскому таланту, настойчивости, Марк Николаевич Жирков открывает первую музыкальную школу-интернат, которая в последующем подарила Якутии первых профессиональных музыкантов. Я всех поздравляю и с Днем памяти, благодарности Марку Николаевичу Жиркову. В Амге прошел межрайонный семинар к столетию Национальной библиотеки Республики «Формирование библиотечных фондов в Якутии. Опыт и инновации». В семинаре приняли участие работники библиотечной системы заречных групп районов. Спикерами выступили представители Национальной библиотеки Республики. В двухдневном семинаре участники ознакомились и обменялись опытом работы Амгинской центральной библиотеки и также обсудили насущные проблемы. На местном уровне в районных библиотеках тоже должны содержать, не должны, а содержать, функционирует, формируется фонд обязательного экземпляра местного уровня. И наша задача сохранить навеки, навечно для будущих поколений этот фонд. В рамках подготовки к 22-й спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчары» в Татинском Улусе состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безопасности населения. Как известно, в играх будут участвовать около 7 тысяч человек, включая спортивную и культурную программу. Рассмотрели вопросы подготовки, осмотрели объекты, которые будут задействованы на играх, а также заслушали планы по размещению участников. На территории Татинского района к играм будет усилена дополнительными силами пожарных, сотрудников ГИМС, спасателей, водолазной группы. Учитывая то, что этой зимой произошла авария на скважине, данный вопрос тоже держим на контроле. На днях в Горном Улусе состоялась презентация книги «В удивительном очаровании шашек». В книге собран 15-летний опыт работы Центра развития ребенка «Родничок» и спортивной семьи Оксаны и Степана Заровняевых.
Описаны истории о том, как более 500 детей посещали кружок шашек и участвовали в соревнованиях, а также благодарственные слова родителей. Также состоялось чествование международного гроссмейстера по шашкам Тунары Федоровой. Были организованы сеансы игры в шашки с любителями и детьми. Тот факт, что юные шашисты горного улуса многократно становились победителями на соревнованиях российского, европейского и мирового уровня, свидетельствует о лидирующих позициях в республике. Занимаюсь шашками я 6 лет. Начала в детском саду Сардана, села Вердистяв. И после этого меня там заметил мой первый тренер Сивцев Михаил Дмитриевич и предложил моей маме меня записать в ДЮСШ горного улуса. И с тех пор я серьезно занимаюсь шашками. С 7 по 9 апреля в Тампонском районе в целях популяризации здорового образа жизни, а также развития массового спорта прибывала выездная делегация Управления физической культуры Министерства по физкультуре и спорту республики. Подробности у коллег. За 3 дня десант, в составе которого опытные тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, встретился с главами всех администраций муниципальных образований, спортивными инструкторами, учителями физкультуры, тренерами и активистами местных сообществ. В 7 поселениях, в которых мы побывали, рассказали свои идеи, свои успехи и показали мастер-классы, как этого добиться. Вот. И, конечно, главной целью и задачей является увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом. Гости провели мастер-классы по национальным настольным играм, вольной борьбе и стрельбе из традиционного лука. Я хожу на стрельбу уже год, и у меня, конечно, нет успехов, но я участвовала в соревнованиях по стрельбе из лука. Я очень рада, что приезжают к нам люди и обучают нас, как правильно стрелять и что делать. Мне очень нравится стрельба из лука. Специалисты организовали лекции по правильному питанию, особенностям подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, ознакомились с существующими мерами грантовой поддержки в сфере физической культуры и спорта. Я считаю, что такие мастер-классы должны проводиться. Это для патриотизма, для наших ценностей, нашего народа. Хотелось бы побольше, чтобы приезжали люди из Якутска, чтобы показывали нам мастер-классы свои. В Хандыге в малом зале ДЮСШ имени Виктора Лебедева состоялся круглый стол на темы развития детско-юношеского спорта, поддержки адаптивного спорта и подготовки к спартакиаде по адаптивным видам спорта «Джулур». Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. К этому часу это все актуальные события. Встретимся в итоговом выпуске новостей на телеканале Якутия-24.